Маргарита Петрова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Завтра наступает новый 5775 год по иудейскому календарю. Называется Рош Хашана, праздник, который празднуют 1 и 2 числа месяца Тишрей. А сегодня евреи Казани готовятся к празднику, читают молитвы и пекут хлеб хала. Празднуется Рош Хашана целых 3 дня. Перед началом торжеств иудеи обязательно идут в баню, чтобы очиститься от грехов. Затем праздник сопровождается весельем, поздравлениями и пожеланиями друг другу быть вписанными в Тору, книгу жизни. Первый человек появился на земле как раз в этот день, 5775 лет назад. И как у нас принято, как рассказано в Талмуде, в Торе, что в этот день, тот день, когда Всевышний создал первый человек, каждый год Бог снова как-то смотрит на все, что Он создал, и решает судьба каждого человека, который живет на земле. Рош Хашана – это не только праздник радости, но и самоанализа. В это время верующие вспоминают все свои поступки и искренне раскаиваются в грехах. Я хочу весь народ нашей республики и евреев поздравить с этим праздником, с Новым годом, желать всем сладкого года, урожайного года. Согласно древнему обычаю, верующих созывают на молитву с помощью игры на бараньем роге. Какой же праздник без застолья? Количество и разнообразие блюд произвольное, но на столе обязательно должны присутствовать мед и яблоки, символы богатства и счастья в новом году. Отделяем один кусочек. Затем этот кусочек делим на 4 части. У евреев существует традиция обмакивать священную халу, праздничный хлеб из дрожжевого теста, в мед. Считается, что после такой трапезы год будет сладким и изобильным. В основном присутствует рыба, ну и остальные салаты. Это основное блюдо на этот праздник. Хала, значит, рыбья голова и рыбные котлеты. Гранаты, мед, яблоки. К этому празднику это все ставится. За годы советской власти многие традиции были потеряны. Возвращение к истокам происходит и в еврейской общине Татарстана. Эльмира Шаймарданова, Алмаз Заединов, ТНВ, Казань. Праздник в честь Дня мира.